Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Юлия Наталушка, я работаю в отделе краеведческой информации Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края. Я представляю свой доклад «Сибирский тракт в Красноярске. Историческое наследие и память». Первые русские попадали в Сибирь по Северному морскому пути или по многочисленным рекам. Освоение приенисейской территории также началось с севера. Но существенно исправил ситуацию Большой Сибирский тракт, который начал строиться в 1733 году и благодаря которому появилось большое количество деревень, сел, а даже городов, которые появились на карте Енисейской губернии. Развитие и процветание Красноярска, а также превращение его в большой город стало возможным благодаря тому, что главная дорога России прошла через Красноярск. После чего Красноярск, стоявший в отдалении от больших торговых путей, становится одним из пунктов транзитной торговли с Китаем. Сибирский тракт называли по-разному – московский, почтовый или кандальный. Именно по этой дороге шли, гремя кандалами, многие ссыльные и каторжные. Вот как это описал в своем произведении «Очерки Сибири», это сборник рассказов, Сергей Яковлевич Елпатьевский. Врач, публицист, сосланный в Енисейскую губернию на 3 года в середине 1880-х годов. И вот узкой лентою далеко растянулась арестантская партия. Медленно плетутся серые халаты, жалобно поскрипывают телеги, на которых сидят женщины с грудными детьми. Невесело встречает Сибирь своих гостей. Угрюмое свинцовое небо тяжело повисло над головой. Октябрьский дождь холодными иглами сечет лицо, и ледяной корой ложится на арестантские халаты. Под ногами вязкая, полузастывшая грязь, из которой так тяжело вытаскивать кандальные ноги. Справа и слева злобно воющая тайга, по краям которой мерно двигаются штыки конвойных. Только ребята вносят некоторое оживление в эту печальную группу. В память об этом на правобережной площади Красноярска в 1978 году был открыт памятник, который так и называется «Кандальный путь». Здесь изображены барельефы идущих людей, закованных в кандалы. Отдельно расположена фигура мужчины с поднятой вверх и сжатой в кулак рукой. Этот памятник – символ страдания, горя и мужества. Описание тракта, сибирской тайги, притрактовых сел встречаются в записках многих путешественников, побывавших в Красноярске, потому что все они попадали сюда именно этим путем. Так, в 1890 году свои впечатления об участке Сибирского тракта от Ачинска до Красноярска оставил Антон Павлович Чехов. Он писал: «От Томска до Красноярска 500 верст, невылазная грязь. Моя повозка и я вязли в грязи, как мухи в густом варенье. Сколько раз я ломал повозку, сколько верст прошел пешком, сколько клякс было на моей физиономии и на платье. Я не ехал, а полоскался в грязи. Зато и ругался же я». Спустя всего год Сибирский тракт возле Красноярска спешно приводили в порядок в связи с тем, что в Красноярск должен был пожаловать цесаревич Николай, будущий император России Николай II. Еще задолго до означенного числа стали говорить о приезде наследника и готовиться к нему. Крестьян стали выгонять на тракт для ремонта его. На дороге не должно было быть камней больше голубиного яйца, ухабов, ям и прочего. Потом пошло набегивание троек, запряженных в повозки. Все тройки бешено, без остановки мчались по тракту. Во время репетиции было загнано до смерти несколько лошадей. Так записала со слов очевидца Мария Васильевна Красноженова, красноярский этнограф, педагог, фольклорист, женщина-ученый, вклад которой в историю Красноярска и Енисейской губернии сложно переоценить. Она была создателем первого передвижного педагогического музея, работала в краеведческом музее, много преподавала, сама ездила в экспедиции по губернии и привезла оттуда огромное количество материала, которое в конце жизни она обобщала. И одной из ее работ, которая на сегодняшний день мы пользуемся, это «Быт Большого Сибирского тракта». Рукопись этой работы хранилась, начиная с 30-х годов, в краеведческом музее города Красноярска. И совсем недавно, в 2014 году, она была опубликована при поддержке грантовой программы «Книжное Красноярье». В
вполне своевременно восстановить картину быта этого пути, пока есть возможность воспользоваться рассказом еще живых участников жизни тракта, пополнить их воспоминаниями многие звенья в цепи этой картины, не отраженные ни в печати, ни в архивах, хранилищах, писала исследовательница. В одной из поездок Мария Васильевна провела 43 дня, проехав на музейном коне Ваське 300 верст. Она посетила 15 селений, и таких выездов у нее был не один. Ряд глав в очерке целиком состоят из сведений, собранных у бывших ямщиков, дворников, стряпок, почтарей, простых обитателей сел и деревень, многочисленных свидетелей дороги артерии между Западом и Востоком. Отрывки из научной и художественной литературы, из старых газет служат фоном рукописи, на котором проступает самобытный, чисто местный материал. Не было, наверное, ни одной стороны жизни тракта, которую бы Мария Васильевна не осветила. Только последнюю главу, ссыльные, она не успела дописать. О значимости Большого Сибирского тракта в истории Красноярской и Енисейской губернии говорит и то количество книг, которые есть в наших фондах. Все они так или иначе раскрывают историю тракта. Это и издания для детей, и научно-популярные издания для интересующихся краеведением, и научные монографии. Но все они так или иначе опираются на труд Марии Васильевны Красножоновой «Быт Большого Сибирского тракта». Эта рукопись представляет особую ценность, это труд, который во многом считается первоисточником. В жизни Старой Сибири тракт играл громадную роль. В Красноярске есть проспект имени газеты «Красноярский рабочий». Он расположен в правобережной части города, на том месте, где проходил тракт. В 2006 году на прилегающей к проспекту пешеходной части был открыт сквер «Московский тракт». Он разбит на 5 частей, символизирующих города, через которые проходила дорога – Москву, Екатеринбург, Красноярск, Иркутск и Владивосток. В каждой из зон установлен прочный столб, облицованный мрамором с названием города. Москва представлена фрагментом Кремлевской стены и свитком с царским указом о том, что императрицей Анной Иоанновной повелено построить почтовый тракт от Москвы до Охотска. В заключение хотелось бы сказать, что для тех, кто заинтересуется этой книгой, ознакомиться с ее полным текстом можно на сайте Красноярской краевой газеты «Наш Красноярский край» в разделе «Наши проекты. Книжное Красноярье». В рамках этой программы все книги находятся в открытом доступе. Спасибо за внимание. Всего доброго. Благодарю.